14 марта 2024 года, четверг, и уже завтра стартуют так называемые выборы в России. Сейчас мы начинаем программу «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Валиев, напоминаю для тех, кто, возможно, смотрит нас случайно или впервые. Здесь мы стараемся говорить правду, озвучивать разные точки зрения, обсуждать информационную повестку дня и не только, собственно, нашей республики и всего того, что происходит вокруг нее. По сути дела, всего того, что происходит в стране. Делаем мы это преимущественно с вашей поддержкой, которую вы можете оказывать своим активным участием. Например, общаясь в чате. Чат трансляции уже работает. И здесь я вас тоже поприветствовал, друзья. Также ваши лайки всячески приветствуем. Ну и по возможности добровольные пожертвования тоже. Среди вас есть те, кто готов и поддерживает нашу работу с помощью так называемых донатов. Для этого можно подписываться на регулярные пожертвования с помощью сервиса Boosty, либо делать разовые какие-то переводы по возможности, по желанию, в момент, когда вы чувствуете, что вот нужно это сделать, с помощью сервиса Donation Alerts. Ссылки у нас в описании к трансляции найдутся, равно как и ссылка для переводов на криптокошелек. Это для тех, кто знает, что это такое, умеет с этим работать и, более того, пользуется. У нас сегодня есть о чем поговорить, тем много, и тем более выборы, о которых я упомянул в самом начале, вот-вот стартуют. Вновь о них мы сегодня вспомним, конечно же. Поэтому давайте, собственно, и начнем. Тема последних дней, с которой я начну, это КВН, как бы это неожиданно ни казалось, и шутка, которая обернулась для ребят последствиями. Как минимум такими, что им пришлось публично записывать извинения, которые опубликованы в разных источниках, в том числе на YouTube-канале «Аспектов Башкортостан». Но казалось бы, все шло по привычной, скажем так, протоптанной дорожке. Сначала шутка, потом так называемая общественная реакция, когда официальные структуры начинают за это критиковать нерадивых шутников, потом отчисление из учебного заведения, а потом вплоть до какой-нибудь статьи Уголовного кодекса. В этом смысле здесь ситуация выглядит отчасти лучше. После извинений команду «Барабар» восстановили в Башкирской открытой лиге КВН. Значит, как мы уже сказали, они извинения свое опубликовали, эти ребята. И, соответственно, председатель правления Башкирской открытой лиги КВН Карим Уралов сообщил, что дисквалификация снимается. Этот инцидент подхватили какие-то извне люди и пытаются политизировать его, сказал он в своем видеообращении, видимо, имея в виду таких, как мы. Поговорив с ребятами, мы увидели, что они раскаиваются и приносят свои извинения. Поэтому в виде исключения наказание в виде дисквалификации для них будет условным. То есть мы допустим их на наши мероприятия в будущем, естественно, до первого замечания. Ну, по поводу того, кто политизирует эту историю, тут лично у меня никаких сомнений. Политизировали исключительно они. То есть, если бы шутка прошла в этом смысле незамеченной администрацией, то о политике тут речь была бы только в самой шутке и больше нигде. Но политизировать решили они сами, и вот теперь мы вновь продолжаем об этом говорить, даже если они попытались сделать ход конем, отменив первоначальные свои решения. Ну, за ребят, с одной стороны, хочется порадоваться, что действительно не будет сложностей у них в ближайшее время с точки зрения учебы. Будем надеяться, не будет сложностей. С другой стороны, как бы надо ли им участвовать вот в таком КВНе, который сохранил лишь одно название на самом деле, а по сути не является в реальности клубом веселых и находчивых, где любые шутки уместны, если они не ниже пояса, любые шутки как можно более острые являются залогом успеха и выигрыша. Это в нормальном КВНе, но не в том, который сейчас мы наблюдаем на федеральных каналах, и не в том, который продолжает жить вот на местах.
Хотя я не раз слышал, что вот как раз на местах со свободой слова у участников дела идут намного лучше, за ними особо не следят. И вот они решили воспользоваться этой возможностью, но в результате мы получили то, что получили. На эту тему журналистка «Пруфов» Ирина Мельникова очень точно, на мой взгляд, высказалась и опубликовала статью. И это поведение мужчины. Это вот заголовок материала, который посвящен, собственно, вот этому Ильнуру Салихову. Ильнур Салихов – это директор Башкирской республиканской гимназии-интерната, где, соответственно, учатся эти молодые люди. Поведение директора БРГИ Ильнура Салихова вызывает у меня неоднозначные эмоции, пишет журналистка Пруфов. Такое должно быть поведение настоящего мужчины, задается она вопросом. Вместо того, чтобы защитить своих учеников, в конце концов простых детей, он на своей странице ВКонтакте выкладывает видео, где парни извиняются. При этом на мои звонки и сообщения Ильнур Салихов никак не ответил. А можно ли сказать, что он испугался, или он считает, что этим видео сгладит углы? При этом в посте он написал, что информация об отчислении является фейком. Так почему сразу нельзя было прокомментировать произошедшее? С детства нас учили, что школа – это второй дом, а учителя, педагоги, родители. Вы одна большая семья. Надо же отстаивать честь детей. Как минимум не выкладывать видео такого содержания. Это же на всю жизнь. Невозможно представить, что сейчас чувствуют ребята. И на видео у них лица выглядят очень грустными. Здесь я абсолютно согласен. Разве так нужно относиться к своим воспитанникам и снимать их на камеру? Надо радоваться, что парни, будучи подростками, принимают активное участие в жизни гимназии, состоят в команде и так далее, и так далее. Более того, я добавлю, не просто в жизни гимназии, а молодцы ребята в том смысле, что следят за общественно-политической повесткой, реагируют на нее. Да, где-то, как мы уже говорили, своеобразно можно не согласиться с частью высказываний. Я уже говорил вот по поводу армянского происхождения супруги. Ну, в общем, это не то, над чем есть смысл шутить. Вообще над такими вопросами национально-этнического характера все-таки в многонациональной республике и стране шутить не особо имеет смысл. Особенно подчеркивая вот в таком контексте, в негативном и в некотором смысле даже шовинистком. Вот. Хотя, опять же, это лишь этический вопрос. Такой, знаете, вопрос вкуса. По большому счету, за это наказывать тоже ни в коем случае нельзя. Вот снизить баллы жюри, наверное, могли бы. Вот вы, ребята, переступаете через нормы приличия. Вот это именно в такой плоскости должно остаться. Плюс обсудиться в СМИ, раскритиковаться коллегами по цеху, какими-то деятелями искусства, журналистами, простыми зрителями, в конце концов. Но никак не больше. Значит, таким образом, история, конечно, еще не закончилась, но, по крайней мере, вот пока мы видим ее в таком виде. И сразу предлагаю послушать, что на этот счет думает бывшая чиновница Белого дома, которая сейчас активно работает в публичном поле и претендует на роль чуть ли не лидера республиканской оппозиции, заявляясь о намерении баллотироваться на пост главы региона. Я имею в виду, конечно, Дилару Гундурову. Вчера был эфир, в том числе об этом говорили с коллегой Разифом Абдуллиным. Давайте послушаем, а вы пишите свои комментарии, я к ним сейчас обращусь, после фрагмента как раз и обсудим. Поговорим о шоколаде Атай и появившись потом мемами, видео, шутками. Сначала давайте про шутки. Верите ли объяснение о том, что КВНщиков, вот эту команду Барбер, наказали дисквалификацией именно после их шуток про шоколад? Или это, как объясняли официально вот нам лично, что это вот они постоянно нарушают правила, поэтому их и наказали? Я вообще человек бюрократичный. Протокольный документик сфоткайте, пожалуйста, формулировочку выложите в сеть, чтобы у всех было понимание, что есть регламент проведения таких соревнований, мероприятий. Это же школа. Это значит, есть положение о мероприятии. Конечно, да. Там должна быть описана эта составляющая. Так вот, если дальше уже проваливаться в бюрократию,
Это школьники, это несовершеннолетние дети. А такие программы готовятся при кураторстве непосредственно преподавательского состава, одобренные. То, что я видела, там видеоинсталляции за спинами ребят. И вы хотите сказать, что оператор, подготовители этого мероприятия, никто не знал, что они скажут? Они и сценарий-то, возможно, то есть не сами... картинка уже появилась не сама по себе, то есть ее заранее как-то... Я про что и говорю. Преподавательский состав либо проявил, извиняюсь, безделие свое показал, как обычно, вот невмешательство, да, в дела школьников, равнодушие, и школьники делали все сами, тогда вопрос уже другой, что вы работу свою не сделали, преподаватели, либо преподаватели все знали, а потом их выставили... Что, крайними? Ведь... Ну, то есть спрятались за их спины фактически. Да, то есть и детей. Мальчиков, и ладно бы им было 18, я бы тут даже ни слова бы, наверное, не сказала. Когда взрослые люди отвечают за свои поступки, осознают меру ответственности. Несовершеннолетний ребенок, он потому и ограничен в правах. Он не осознает меру ответственности. И теперь мне покажите формулировку. Я, например, эту шутку заценила, мне очень понравилось. Мне тоже понравилось. Мат был, мата не было. Очень вежливо, очень короткими фразами. Что не так? Объясните мне, в чем. И самое главное, давайте так вот разве вопрос. А кого они оскорбили? По-моему, в зале все хлопали в ладоши, были радостные. Меня ничего не оскорбило. Вас, я думаю, ничего не оскорбило. Вопрос. В жюри кого-то оскорбило? Но давайте так. Глава Республики Башкортостан дал согласие на размещение своего изображения со своим несовершеннолетним сыном на продукте, который подлежал коммерческой реализации, если я все правильно. Некая компания взяла согласие у физических лиц на размещение этого фотоизображения. Соответственно, согласившись со всеми рисками размещения, это вот уже юридическая сторона. Что не так? Нельзя давать оценку вкусу шоколада? Баймак сегодня хайповый вкус, я согласна. Вот и что там не так? Соответственно, мы четко понимаем, оскорбило сугубо одно лицо. Оскорбило его и что он сам лично приказал, или все-таки в окружении некий Дельбаев, который занимался реализацией этого шоколада, вдруг нечаянно понял всю бестолковость вообще этого пиар-хода вообще с этим шоколадом. А уж логично, что подвергнувшись даже не критике, а шуткам. Шуткам детей. Вот меня бесит, когда трогают детей. Там же такие высокие слова использованы были. Наказаны за нарушение общепризнанных, общепринятых этических норм и правил. Осудите преподавательский состав, если вы считаете, что было нарушение, если вы зафиксировали это нарушение, если это, ну, во-первых, это было все так быстро за одни сутки, такие споры проходят. Предъявите иск этим людям. Вполне себе материальный иск, да, за там оскорбление чести, достоинства. Вот у нас плоскость правок говорит, как надо поступать. Мне кажется, мы давно уже редко пользуемся именно правовыми нормами, все больше по понятиям живем. Ну, тогда это административное давление. И я еще раз говорю, если бы это административное давление осуществлялось бы на взрослых людей, которые как раз имеют право и полные процессуальные права защищаться в суде, это была бы одна плоскость. Мы имеем в виду бесправных людей, детей. Они ограничены в правах, и на них осуществлено административное давление. По-моему, это сделано с такой показательностью. Лишние дровишки в костер подкидывают, получается. Вы разозлили следующее поколение. То есть, когда разозлили взрослых, когда разозлили молодых с этим баймаком, да, скажем, семьи, ну, скажем так, среднего возраста людей. Теперь вы четко отвернули от себя детей. Ведь дети, они чем интересны? Они говорят то, что они слышат. Они говорят, они не умеют еще врать. Они не умеют прикидываться. Они выдают ровно тот, как они сами говорят, хайповый материал. Как вы оцените то, что их заставили извиниться, и даже на видео, на камеру, и это все вышло буквально тоже очень быстро? Так поступают террористы, когда своих жертв под принуждением, избивая, там на камеру это обычно не попадает, заставляют извиняться и признаваться в каких-то там грехах. Ну вот такие мнения Дилары Гундоровой мы с вами услышали. И здесь, как я уже говорил, действительно история, на мой взгляд, не закончилась. И поэтому, кстати, вот пока мы с вами будем продолжать общаться на другие темы, давайте поголосуем в чате трансляции. Нас уже с вами достаточное количество, поэтому я попрошу коллег запустить голосование. Прощение, вот это вот в кавычках можно его взять, прощение ребят из КВН, на ваш взгляд, это что такое? Это успех гражданского общества. Ну, то есть, вот журналисты, мы с вами на это обратили внимание и, соответственно, пошли на попятную, вот эти вот администраторы.
Это хитрый ход руководства. Ну, то есть решили вот таким образом обхитрить и оказаться в белом пальто, вот эти вот администраторы, и показать, что они такие великодушные, справедливые, дальновидные и так далее. Это позор республики или это гордость республики? Вот такие варианты для вас мы предлагаем, и уже, соответственно, голосование в чате. Поскольку нас смотрят все те, кто в чате, это могут увидеть. Голосуйте, я дальше двигаюсь, поскольку времени у нас не так много, а темы, в общем-то, есть для голосования. Ольга Иванова пишет: первый раз согласна с Бундоровой. Бывают, знаете ли, тезисы, которые она озвучивает и с которыми нельзя не согласиться. У меня тоже. Хотя в целом я тоже удивляюсь, конечно, некоторым вещам, которые она говорит. Прежде чем дальше подвинемся, вот ваш комментарий. Лилу пишет: некоторые блогеры-журналюги начали активно обелять и писать о Прочаковской. Как думаете, к чему это? Оправдательный приговор готовят к возвращению? Я бы не стал искать сложные конспирологические теории в этом. Если иметь в виду пост журналиста-ветерана Азамата Саитова, скорее всего, это у него порыв души, и вряд ли он какие-то указания сверху исполняет, тем более, что он, ну, скажем, не очень-то дружен с администрацией главы региона с самого начала, когда только Хабиров приехал в Башкортостан. У него все в порядке с другой частью Белого дома, об этом он даже пишет, по-моему, с правительственной частью. Так вот, не только он пишет, конечно, про Чайковской, и здесь, прошу прощения, дело может быть вот в чем. Люди, на самом деле, журналисты, народ какой? Народ, который зачастую хочет о чем-то поговорить, высказаться. И в условиях, когда большинство боятся высказаться на главные темы, которые действительно волнуют общество, они подбирают темы, ну, на которые высказаться можно все-таки, да, и за это вроде как нет особых рисков получить палкой по голове. И вот они ищут и, соответственно, находят. Действительно, Прочаковская задержана. Неизвестно, насколько тяжелое ее обвинение, насколько вообще уместно это обвинение, и находится она за решеткой. Меня тоже это возмущает. Я не хочу сказать, что я, например, полностью оправдываю ту работу, которую делала она в плане пропаганды, бегая вокруг Хабирова. До СВО, в принципе, эта работа казалась такой, знаете, в некотором роде даже улыбку она вызывала. Вот. А сейчас, конечно, все те, кто работают на пропаганду, так или иначе являются соучастниками. И поэтому вот за это я сразу же могу сказать, что оправдывать нельзя. Но еще раз, Прочаковская Елена Анатольевна, она, ну, как женщина, как исполнитель своей задачи, ну, вполне себе как бы специалист. Более того, у нас были личные отношения, пусть не очень плотные. И на каких-то деталях я могу судить, что действительно она, по большому-то счету, ну, человек неплохой. Вот как бы это ни казалось со стороны удивительным. Очень часто люди, которые делают неправильные вещи, в жизни оказываются вполне приличными людьми. Могу сказать историю, коротко рассказать. В 2021 году в августе в Абзелиловском районе открывался Цемикс Лассерсбергер, завод по производству цемента. Туда никто иной, а Путин приезжал. И я там был в качестве шеф-редактора «Эхо Москвы» в пуле журналистов, и мы там пару дней взаимодействовали. Она очень старалась, кстати, провести меня в зал, где Путин должен был выступать. И выступил, кстати говоря. Уж какие там были меры безопасности, уж сколько нас там на ковид тестировали, досматривали и прочее. Но, несмотря на ее старания, в последний момент я в зале не оказался, мягко говоря. Ну, опять же, ее-то в этом вины нет. Я к чему? Что не был бы я столь кровожадным в отношении любого мелкого чиновника, которого вдруг схватили. Не за тех берутся, я хочу сказать, вот делая вывод из этой истории. Опять же, если абстрагироваться вот конкретно про Чайковской, радоваться тому, что отдельно взятых хватают, ну, такое себе удовольствие. Особенно, если ты этих людей знаешь, сложнее радоваться, мягко говоря. Вот. Хотя я сам всякий раз прогнозирую здесь в эфирах, что рано или поздно система начнет пожирать все вокруг, и в том числе самих себя, участников этой системы. И это так, это надо понимать. Но другое дело, что вот как бы иной раз оказываются в жерновах этого молоха люди совершенно не те, которые должны быть в первых рядах. Вот.
Поэтому я не скажу, что это очень как бы похоже на какую-то целенаправленную кампанию по обелению. Если бы такая кампания была, она бы шла помощнее, она бы шла, ну, прямо-таки из уст Башинформа. Они написали бы об этом буквально там Руслан Шарафутдинов, главред Башинформа, в личном блоге, и Азамат Саитов, ветеран журналистики, которого сейчас в информационном поле не стало. К сожалению, вот он и в «Аспектах» не хочет вести программу, хотя раньше вел, помните, да, послесловие с Азаматом Саитовым. Она была и на «Эхе Москвы», и в «Аспектах» была в первое время. Но потом он сделал паузу и не вернулся из нее. Хотя двери всегда открыты, «Аспекты» готовы сотрудничать с любыми журналистами, которые могут и хотят делать авторские проекты. Здесь я, кстати, возможно, для кого-то Америку открою, но это так. Вот. Здесь свобода слова, ее ценят, делают все, чтобы она поддерживалась. Тут, значит, новость, которую просят озвучить, я действительно ее подготовил, вдогонку ко всему, что выше говорили. Это УФА-1, издание, которое всякий раз расследует наряды, которые используют в повседневной и рабочей жизни руководство республики, в частности, Ради Хабиров и его супруга. В свое время по поводу аналогичного расследования очень серьезный разговор был в Белом доме, насколько я знаю. Рвал и металл Ради Хабиров. В тот день сайт «Эхо Москвы» в Уфе был заблокирован. И все почему? Потому что опубликовал расследование Уфимского штаба Навального, ныне запрещенной и ликвидированной организации, на эту тему. Вот. А УФА-1, как ни в чем не бывало, не так масштабно, может быть, как осужденная и признанная экстремистка Лилия Чанышева, но все-таки регулярно они это дело исследуют. Смотрим на пальто, в котором супруга Хабирова рассказала о женском счастье. Значит, в своих социальных сетях Карина Хабирова рассказала о встрече с Марией Афониной, проректором мастерской управления «Сенеж» и автором программы «Женщина-лидер». Судя по словам первой леди Башкортостана, в Уфу Афонина прибыла, чтобы рассказать о проекте «Территория женского счастья». Они записали интервью на Советской площади. В тот день в Уфе было тепло, но все еще сохранялась минусовая температура. Карина Хабирова согревалась в элегантном пальто темно-синего цвета. Похожие мы нашли в каталоге московского ЦУМа. Там подобное кашемировое пальто из, как гласит описание, пуха горных коз. Произведен он итальянским брендом Лора Пьяна. Но все тот же Лора Пьяна, который предпочитает тот же Ради Хабиров. Эта фирма популярна среди российских чиновников, пишет издание. К примеру, в гардеробе мужа Хабировой мы находили кардиган, который точь-в-точь, как из линейки бренда. Так вот, это пальто в ЦУМе продается за 686 тысяч рублей. Ну, как говорится, красиво жить не запретишь, тут действительно. И кто-то скажет, что, ну, если люди заработали, почему бы и нет, могут себе позволить. И есть правота, в том числе в такого рода высказываниях. Но все-таки, на мой взгляд, вот это не тот случай. Особенно, когда речь идет про публичные выступления руководителей регионов, которым достаточно проблем, скажем это так. Да, наверное, в лохмотье одеваться нет смысла, это неправильно, это лицемерно, в конце концов. Тоже люди не поймут. Можно одеваться вполне прилично, как элегантно, как говорится, да, даже модно, но при этом приобретая изделия, ну, скажем, по средней ценовой категории. И, как правило, знаете ли, люди это оценивают. Ну, я не знаю, возьмем кучу примеров из-за границы, так называемой загнивающей, где миллиардеры зачастую выглядят очень скромно. Даже излишне скромно, иной раз смешно, и хочется сказать, что ну, что ж ты экономишь-то, старик? Я не знаю, какого-нибудь Уоррена Баффета, если вспомнить. Ну, на самом деле, люди-то не об этом думают, у них просто мысли заняты другими. То есть, они не о том, что там сэкономить бы, как бы там не попасть под раздачу критиков. Нет, просто вот у них задачи другие. Они думают о том, как делать полезные вещи, а не о том, как выглядеть. В общем, здесь, мне кажется, да, навлекать лишнюю злобу, лишнюю критику в условиях, когда вас и так критикуют очень многие, ну, такое себе занятие. Как говорится, совет, казалось бы, очевидный, который лежит на поверхности, но почему-то вот уже несколько лет к подобному простому умозаключению никак не могут прийти.
Удивительно это все. Так, а, ну что ж, кстати говоря, теперь уже можно, наверное, всю вот эту вот первоначальную тему закруглить, как раз-таки и подведя итоги голосования, которые мы с вами запустили выше. Я напомню, мы говорили про ребят из КВН, из Уфимской башкирской гимназии, которые пошутили по поводу шоколада Атай, пошутили местами остро и смешно, местами, может быть, за гранью, но это вылилось в угрозы отчислением, это вылилось их изгнанием из лиги, а потом возвращением в эту самую лигу. И вот мы у вас спросили, значит, прощение ребят из КВН – это позор республики, хитрый ход руководства, успех общества гражданского или гордость республики. 7% проголосовавших наших зрителей говорят, что это гордость республики. При этом 55% говорят, что это позор республики, хитрый ход руководства – 23%. И успех гражданского общества 12%. Ну, вот такое распределение. Довольно любопытное. И спасибо, друзья, за активность, за голосование. Не забывайте про лайки, не забывайте про необходимость подписываться на канал, если вы нас смотрите без подписки, просто зайдя в YouTube. Для этого, как минимум, нужно в YouTube авторизоваться, то есть зайти по своей учетной записью. Если ее нет, ее надо завести. Таким образом, вам самим удобнее будет писать комментарии, ставить лайки и сформировать пул каналов, на которые вы подписаны, для того, чтобы потом не пропускать интересные и важные. Тут даже колокольчик есть под трансляцией, который можно нажать, и тогда вы будете получать уведомления, если на вашем любимом канале или просто на канале, на который вы подписаны, начнется новая трансляция. Вот, например, на «Аспектах». Сегодня, кстати, у нас еще будет эфир, и очень важный, на мой взгляд, интересный. В 13 часов «Аспекты мнений» сразу с двумя спикерами. Одни из самых популярных и востребованных спикеров вообще в инфополе Башкортостана соберутся в одной студии «Аспектов». Это политтехнолог Андрей Потылицын и эксперт-транспортник Олег Арефьев. Они будут вместе сразу, ведущий Дмитрий Колпаков, поэтому не пропустите. В 13 часов будет где-то и содержательно, и жарко, на мой взгляд. Поэтому вот, рекомендую. Дальше. Значит, прежде чем, опять же, к выборам, сегодня о них мы должны поговорить, иначе как, иначе невозможно, хочу отметить вот какой момент. Баймакские события. Мы за ними следим внимательно, и об этом вы тоже хорошо знаете. Количество фигурантов этого дела растет вновь. В последние дни у нас появились новые фигуранты. Тем, кого арестовали еще в январе, в начале февраля, сейчас активно продлевают сроки содержания под стражей, дают следующие 2 месяца. И в этом смысле я повторю свой тезис, что особо рассчитывать на справедливость и снисхождение не стоит. И когда многие лидеры общественного мнения, журналисты, ну вот в частности Рамиль Рахматов из «Пруфов», апеллируют все-таки к, я не знаю, совести ли, к здравому смыслу ли тех или иных высокопоставленных силовиков, мне кажется, что это не очень имеет перспективы какие-то, вообще какие бы то ни было. И не потому, что там люди не слышат или глухие, или совершенно бессердечные. Найдутся те, кто действительно понимают, в чем ситуация заключается, что люди по баймакскому делу зачастую безвинные жертвы. Есть такие люди. Даже, наверное, среди следователей есть, не удивлюсь. Но вы поймите одну простую вещь. Система устроена так, что обратного пути нет. Вспомните вот эту вот замечательную характеристику сталинской эпохи. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Реально говорили те, кто еще вчера стояли рядом с ним, курили трубку и прогуливались по набережной Москва-реки. А завтра оказывались в застенках своих же коллег и под пытками давали признательные показания в том, что они английские шпионы. И ничего с этим поделать было нельзя. За редким исключением, когда лично Сталин мог помиловать кого бы то ни было из них. И чаще этого он не делал, и даже жен зачастую отправляли в Акмолинский лагерь жен изменников Родины, что под Астаной, например, где мне приходилось быть. Соответственно, на что вы рассчитываете? Это уже не люди отдельно взятые, это винтики системы, которая иначе работать не может. Она выстроена на страхе, и страх нужно поддерживать. Если давать где-то слабину, проявлять вот эту вот ложную
или даже местами искреннюю человечность, милосердие, тогда страха не будет. И, соответственно, ну, знаете ли, в их понимании ситуация может выйти из-под контроля. Поэтому апеллировать бесполезно на сегодняшний день. Все, что можно делать, это думать о том, как изменить ситуацию в корне. А для этого мы о выборах чуть позже поговорим. Пока я скажу, что хотел по поводу вот баймакского дела и репрессий, которые преследуют теперь уже не только, собственно, тех, которые там были. Тансулпан Буракаева, уфимская активистка, предпринимательница молодая, была в эфире «Аспектов» совсем недавно. Говорила о том, что морально поддерживает этих людей, которые оказались жертвами уголовного дела. Более того, запустила акцию в поддержку семей фигурантов дела. Начала продавать в своем салоне башкирских ювелирных украшений «Топтаман», начала продавать открытки, часть денег с продажи которых решила передавать на помощь этим самым семьям. Прекрасная, человеколюбивая акция, да, то есть никаких вопросов, кроме как уважения и хвалы, быть не должно. Но вчера она публикует информацию в своей социальной сети, что администрация арт-квадрата, это в Уфе площадка, да, где у нее находится пока еще салон, потребовала расторгнуть договор в одностороннем порядке, у них на это право есть, и потребовала в течение месяца покинуть территорию. Понимаете, о чем речь? То есть человека просто за мнение, за желание помочь даже не заключенным, не фигурантам, а их семьям просто-напросто заставляют свернуть бизнес, который они начали совсем недавно. Бизнес не очень прибыльный явно. Бизнес, требующий больших затрат. При этом бизнес с национальным колоритом. То есть это то, что как раз-таки должно быть и является лицом Башкортостана, Уфы для тех, кто приезжает. То есть это создано снизу, это красиво, это самобытно, это не какие-то искусственные, выдуманные чиновниками, я не знаю, юрты, выставленные там по периметру следования тех или иных гостей. Но все это не важно, все это выносится за скобки, и лишь потому, что человек имеет смелость иногда выступить в СМИ, в социальных сетях, морально поддержать и посочувствовать своим землякам, вот за это человека хотят лишить бизнеса. И это только, возможно, начало, не дай бог, конечно. Но даже этого достаточно. В общем, выводы, друзья, делайте сами. По поводу арт-квадрата и его администрации, мне кажется, это очевидно. И я бы здесь советовать, может быть, и не стал, но я думаю, что гражданское общество должно в этом смысле проявить себя максимально правильно и, ну, в общем-то, показать свое отношение в отношении администрации конкретного арт-квадрата. И не важно, сами ли они принимали это решение или под чьим-то давлением сверху. Но, в общем, это очень низко, это мелочно. Вроде бы люди, которые работают в этой структуре и создали ее, люди не бесталантные, молодцы. Я всегда, кстати говоря, говорил, что арт-квадрат – это прекрасное место, которое, ну, действительно Уфу выделяет и является изюминкой ее. И это заслуга предпринимателей, а не чиновников. Хотя здесь чиновники молодцы хотя бы в том, что не мешали. Ну так вот, вот таким образом поступая, все свои предыдущие заслуги, на мой взгляд, они сводят на нет, и ситуация требует общественной реакции. Либо нужно им одуматься и оставить Топтаман на месте. К слову, Тансулпан Буракаева рассказывает и показывает, что в салоне ничего не говорит о том, что они поддерживают участников баймакского дела. Желающие, да, могут прийти и купить там эти открытки, но это открытки с изображением башкирских национальных тем, я не знаю, объектов природы и прочее. Что может быть плохого в открытках, созданных энтузиастами снизу? Это красивые во многом произведения такого прикладного искусства. То есть там не висят плакаты, какие-то призывы, баннеры, что вот защитим тех или иных фигурантов. Там свободу Фаилю Алсынову там не написано. Алсынов у нас экстремист и террорист, я напомню, формально. В общем, такая вот очень неприятная ситуация. Боюсь, что это лишь первый звоночек, опять же. Таких будет много, но это не значит, что людям, которые имеют собственное мнение, нужно молчать. Ну, таково мое мнение, опять же. Вот.
Вот, значит, делитесь, кстати, своими мнениями по поводу того, что вы услышали. Вижу, что тут общение идет на какую-то абстрактную постороннюю тему. Не могу ее вникнуть в нее, поэтому дальше двигаюсь. Адвокат Рамиль Гизатуллин, известный уфимский защитник, он ведет дела Лилии Чанышевой, осужденной на 7,5 лет и внесенной в реестр террористов и экстремистов. Он написал замечательный пост по поводу выборов. Написал следующим образом. Вспомнил он 2020 год, тогда у нас, я напомню, был так называемый референдум по поправкам к Конституции, и историю жительницы Стерлитамака, которая пришла на 690 избирательный участок в городе. Оказывается, она пришла на участок, но голосовать не стала и забрала с собой бюллетень, попыталась его забрать. И эта история вылилась вообще в нечто немыслимое. Это я плавненько подхожу к тому, как поступить на этих самых выборах. Например, если вы хотите пойти не завтра, не послезавтра, а именно 17 марта в полдень поучаствовать в акции с аббревиатурой ППП. Как вы помните, одна из рекомендаций моих в том числе была забрать с собой бюллетень. Это не рекомендация номер один, не самое правильное решение, но вполне себе уместное. Я говорил так, да? Лучше всего это проголосовать, например, против всех, поставив 2 или 3 галочки. То есть внести свой бюллетень в список так называемых недействительных бюллетеней, количество которых считается избирательной комиссией и будет отражено в итоговом протоколе. Количество утраченных, то есть вынесенных с собой бюллетеней, в процентах не описывается, но их можно посчитать, если сравнить данные в протоколе, сколько выдали, сколько получили. Опять же, при условии, если подсчет велся правильно. Так вот, женщина в 2020 году решила не голосовать по поводу Конституции, а забрала бюллетень с собой. Ее тут же поймали члены комиссии, стали убеждать проголосовать, что подтверждается актом. Уговоры не помогли, женщина пошла домой, а бюллетень с собой взяла. Что тут началось, пишет Рамиль Гизатуллин. В дежурной части полиции Стерлитамака зарегистрировали сообщение о происшествии. Дознаватель производила осмотр места происшествия, пришла на участок. 2 оперативника ОБЭП опрашивали свидетелей происшествия по факту нарушения избирательного законодательства. Башкирский центр избирком в итоге через несколько дней прокомментировал журналистам, что никакого законодательного запрета на вынос бюллетеней нет. После этого история, которая уже вышла на федеральный уровень, должна была сойти на нет. Но нет. Это не помешало 14 июля инспектору Гизатуллину, однофамильцу нашего адвоката, по данному факту составить протокол об административном правонарушении. Действие по выносу бюллетеня он квалифицировал по статье 19.1 КоАП «Самоуправство». В данном протоколе инспектор отнес бюллетень к категории государственного имущества. То есть хозяин, владелец бюллетеней, Центр избирком сказал, что это не правонарушение, полицейский все-таки посчитал иначе. Надо понимать, что избирательный бюллетень государственным имуществом являться не может, пишет Гизатуллин. Он хоть и выпускается за счет государственных средств, но исключительно для реализации конституционных прав граждан. Мировой судья первоначально вернул материал на доработку, и уже после второй попытки 21 августа он вынес свой вердикт. Невиновно. Суд даже был, представляете? В суде мы пояснили, что статья 19.1 предусматривает ответственность исключительно за самовольные действия, совершенные вопреки установленным федеральным законом или иным нормативным правовым актом, порядком осуществления своего действительного или предполагаемого права. Ну, в общем, тут юридическая длинная формулировка. Из данной нормы следует, что ответственность может наступить исключительно в случае причинения вреда гражданам или юридическим лицам. При этом государственные органы и охраняемые ими интересы не могут быть потерпевшей стороной, так как для этих случаев предусмотрены специальные правовые нормы. В общем, друзья, в результате всех вот этих вот длинных умозаключений вы должны понимать, что вынос бюллетеня совершенно законен, с тех пор новых правил принято не было. Единственное, что вот эти вот неприятности могут случиться. Если этого не боитесь, если, может быть, даже кому-то интересно пободаться вот в этой плоскости, можно это делать даже демонстративно. Но
Лично я бы не стал, я так и не делал сам, например, в 2018 году. Я, более того, для отвода глаз взял с собой формат А4 и опустил его в урну, чтобы никому не казалось, что я бюллетень забрал с собой. Это, кстати, хороший способ сделать так, чтобы заранее не знала комиссия, что у них количество бюллетеней не должно совпадать. Потому что если они это будут знать, они сразу это учтут, и когда будут протокол подгонять, фальсифицировать, они сразу напишут, что там 2 бюллетеня не хватает, например. Если же они не поймут, что кто-то бюллетень свой с собой забрал, тогда есть велик шанс того, что они во время фальсификации это не учтут, количество выданных ими бюллетеней будет равно количеству найденных, а у вас на руках бюллетень в качестве железобетонного доказательства будет с печатью этой избирательной комиссии. И потом можно идти для начала к журналистам, а потом и в правоохранительные органы, добиваясь наказания этой комиссии. Вполне реальная история. Когда вы фотографии просто предъявляете с испорченным бюллетенем, это одно. Но когда у вас на руке прям бумажка, да, тогда вот намного проще. Не всегда тоже, конечно, соглашаются избиркомы как-то реагировать на это. Я имею в виду ЦИК Башкортостана. Чаще он это спускает на тормозах. Но если вот огласка происходит, как в случае с моим бюллетенем 2018 года, иногда что-то интересное из этого можно выжать. Поэтому я все-таки здесь разные мнения как бы понимаю в этом смысле, как поступить на выборах, вплоть до того, что можно проголосовать за одного из кандидатов, даже, прости господи, за коммуниста Харитонова, если уж на то пошло, за Владислава Дованкова, вот предлагают некоторые представители демократического лагеря. Тоже, наверное, имеет смысл. Но надо просто помнить, если вы, голосуя за Дованкова, считаете, что он такой весь из себя демократ, белый и пушистый, надо все-таки давать себе отчет, что это не так. Он в Думе за минувшие 2 года проголосовал как минимум за 21 законодательный акт, который можно смело отнести к разряду людоедских. Это всяческие законы о поддержке военных действий, это законы, связанные с ужесточением репрессий в отношении людей, которые имеют собственное мнение и так далее, и так далее. То есть здесь он, как все остальные коллеги по Думе, ровно те же самые кнопочки нажимал и ничего нового. Просто высказываясь публично, он ведет себя чуть помягче и не так людоедски. То есть говорит, что мир лучше, чем война, в принципе, абстрактно. Говорит, что и в случае с Украиной тоже нужно садиться за стол переговоров. При этом явно и открыто СВО он не осуждает по понятным причинам, в том числе, наверное, потому что в Думе человек, который это все осуждает, быть просто не может на сегодняшний день. Настолько у нас вся эта история зачищена под основание. Поэтому, еще раз, можете голосовать, безусловно, как хотите. Тут вообще, как говорится, неуместно говорить в такой терминологии. Можете, не можете. Каждому решать индивидуально, что с этим делать. И опять же, если, конечно, у вас во главе угла стоит несогласная повестка, то есть вы хотите перемен, и вот в этом смысле, что самое эффективное? Ну, самое эффективное, на мой взгляд, опять же, субъективный взгляд, с точки зрения совести и с точки зрения последующих каких-то результатов, которые можно пощупать и оценить, это все-таки голосование против всех таким вот косвенным способом, а именно превращение бюллетеня в недействительный с помощью 2, 3 или даже 4 отметин в галочках напротив фамилий кандидатов. При этом послания, которые вы оставляете в белых чистых полях, могут быть, могут не быть, они не имеют значения. Значение имеют отметки в квадратиках. Поскольку до так называемых выборов мы с вами больше, в принципе, вот в формате утренних эфиров уже и не встретимся, хотя я планирую все-таки публиковать какие-то отдельные ролики. Поэтому вот на этом, наверное, я уже эту мысль и завершу, поскольку много раз о ней говорил, повторял ее в своих эфирах. Главный редактор «Аспектов» Разиф Абдуллин тоже примерно похожую мысль, насколько я знаю, доносит до вас. Здесь двойных толкований уже быть не может. Мне кажется, все настолько ясно, что как бы повторяться, если и полезно для тех, кто впервые слышит, но для тех, кто слышит уже не в первый раз, достаточно этой информации. Она уже довольно исчерпывающая.
Дованков сейчас сам боится, что много голосов соберет, пишет один из наших зрителей. Не без этого. У нас так устроено, действительно, когда тебя выставляют спойлером, в данном случае не спойлером, а мальчиком для битья скорее, и ты при этом умудришься, например, собрать лишка, ты можешь потом оказаться, ну, не удел, скажем, да, если не в черном списке, то, по крайней мере, на тебя будут с подозрением поглядывать и, соответственно, по головке гладить перестанут. А глядишь, грешным делом найдут какой-нибудь косяк в прошлом и отчислят из депутатов, почему бы и нет. Процедура лишения депутатского мандата у нас прекрасно отработана даже в тех предыдущих думах, где количество относительно независимых депутатов было больше, чем 0. Это сейчас 0. Вот реально 0. Представляете? 450 человек и ни одного человека с альтернативным мнением. По крайней мере, ни один из них его не высказывает. Я даже вот силюсь представить, как себя чувствуют все вот эти вот депутаты, сидя там и понимая, что вокруг даже поговорить не с кем, поспорить не с кем, устроить какие-нибудь дебаты с трибуны там или с места, выступая в микрофон. Все абсолютно согласны, ну, бараны и есть, что говорить, да, то есть, когда вся толпа ведет себя абсолютно единообразно, это не что иное, как вот сравнение не самое лестное, которое я выше озвучил. В любом обществе, абсолютно в любом, даже очень консолидированном, не может быть такого, что не существует альтернативного мнения по ключевому вопросу. Пусть это мнение разделяет меньшинство, но оно есть. А в Думе нашей это отсутствует. Это совершенное искажение структуры любого общества и полное искажение идеи парламентаризма как такового. То есть от парламента там одно название на самом деле. И поэтому, конечно, мне кажется, моральное состояние людей относительно приличных, которые там заседают, должно, мягко говоря, быть не очень хорошим. Я на это надеюсь и рассчитываю. Тем более, что некоторых депутатов знаю лично. И опять же в жизни, как мы сегодня с вами уже выясняли, многие из них кажутся вполне себе симпатичными людьми, во многом добрыми, справедливыми и уж точно не глупыми. Опять же, для них есть, конечно же, определение. Мы уже давали его в эфирах. Это приспособленцы в условиях авторитарной власти. Этот способ прекрасно позволяет себя чувствовать, но до поры до времени. Нужно это тоже понимать. Не знаю, на что они рассчитывают в том будущем, когда изменения неизбежно произойдут. А они не могут не произойти элементарно по биологическим причинам. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю и что имею в виду. Приветствую тех, кто только-только присоединяется к эфиру. Пишет «Здравствуйте». Значит, и тут вот спрашивают, откуда я вещаю. Лично я вещаю из Германии, я напоминаю, и это не секрет. И я в данном случае не автор, я один из ведущих программ на канале «Аспекты Башкортостан». И все-таки я себя осознаю как журналист из Башкортостана. Целиком и полностью повестка дня у меня на сегодняшний день сосредоточена на родной республике. Вот. Кому не нравится, может не смотреть, нет проблем. Для этого есть другие каналы в YouTube. В конце концов, и в «Аспектах» есть другие ведущие, которые вещают из республики. И поэтому, в общем-то, пожалуйста, выбор у вас имеется. Ну вот что удивительно, и те, кто вещают из республики, и я, мы примерно говорим, даже не примерно, по сути, а в 100% говорим об одинаковых вещах. Вот как-то странно, да? Не кажется ли вам? Вообще не имеет, конечно, значения, откуда человек вещает. Важно, чтобы он старался и говорил все-таки искренне, и говорил по максимуму правдиво. Опять же, правдиво, исходя из того знания и тех новостей, которые у него есть под рукой. Без фильтра, без цензуры, в конце концов. Вот. Я понимаю, что вот эта вот Наталья, задающая предыдущий вопрос, это бот, скорее всего. Она спрашивает, болтология достала предложение. Предложение я конкретно озвучивал предыдущие минут 10. Это идти на выборы и высказать свое негативное отношение к происходящему с помощью голосования против всех. Это конкретное предложение.
Э, Те, кто пишут по поводу поддержки Дилары Гундуровой, вот, знаете, прямо удивительно, метаморфозы происходят. Она, если в предыдущие разы говорила чаще вещи, которые натыкались на, ну, неприятие существенной части нашей аудитории, то вот здесь в последнее время наши зрители все чаще и чаще с ней соглашаются. То ли она пересматривает точку зрения, то ли что-то еще, но это так или иначе любопытно наблюдать. Дальше двигаюсь. Наставника религиозной школы в подвале мечети в Уфе осудили на 3,5 года условно. По данным телеграм-канала Мэш Баташ, Азимурод Кенджа переехал из Таджикистана 5 лет назад и открыл школу для мальчиков из верующих семей в подвале здания медресе Мадина в Энорсе. Дети там спали на матрасах и получали ремнем, если плохо читали Коран. За истязание несовершеннолетних мужчине дали 3,5 года условно. Доказательства ремень постановили уничтожить. Бедный ремень, в чем же он провинился? Я к чему? Да, это, конечно, ужасно, то есть надо следить за своими детьми, и виноваты прежде всего тут родители, наверное, и мужчину тоже в некотором смысле стоило наказать, и вот наказание здесь, скорее всего, адекватно, то есть оно реальное, оно уголовное, но не связанное с лишением свободы. И в этом смысле просто хочется сравнить. Когда люди пишут безобидные посты в социальных сетях на тему того, что они не согласны с происходящим, или даже отправляют сообщения в чат из 11 человек, их привлекают к реальному лишению свободы, к 7 лет, например. Где логика, где баланс, в конце концов, между тяжестью наказания и тяжестью преступления, прошу прощения, и наказанием? Баланс полностью отсутствует, он утрачен. Ну, то есть, если сравнивать, вот на мой субъективный взгляд, эти вещи, если вы наказываете за пост в соцсетях на 7 лет, то в данном случае нужно давать просто пожизненное. Ну, разве не так? То есть, тут, по сути, издевательство над детьми. Дети у нас, как известно, это святое. И кроме шуток, это как бы действительно так и есть. Более того, об этом декларируется с высоких государственных трибун в последнее время, что дети наше все, рожайте больше, рожайте рано. Но, пожалуйста, при этом, если ваших детей какой-то посторонний мужчина будет бить ремнем, мы просто-напросто его немножечко поругаем и дадим условную статью. Но если вы сами надумаете написать в соцсетях что-нибудь неприятное, или даже сделаете репост чужой информации, вас отправят на 7 лет колонии. Но вот не это ли признак того, что система полностью пришла в неадекватное, скажем так, нестабильное состояние? Знаете, да, те, кто в науке хоть что-то понимает, вот физику хочется сразу вспомнить, когда в любой системе, где еще вчера была гармония, какой-то из элементов, какой-то из звеньев приходит в нестабильное состояние, в конце концов вся система рушится. Ну, в общем, понятно. Несмотря на это, Ради Хабиров за 2 дня встретился с высокопоставленными деятелями российской политики, в частности, с гендиректором корпорации Ростехнологии Сергеем Чемизовым и главой Росгвардии Виктором Золотовым. Об этом с гордостью отчитывались республиканские пропагандистские ресурсы. Значит, Чемизов, Ростех, я напомню, очень близкий к президенту человек, по-моему, даже одноклассник ли, однокурсник ли, что-то такое. Формальным поводом для встречи было укрепление взаимодействия с республикой и развитие промышленных предприятий, входящих в группу Ростеха. Это прежде всего ОДК УМПО, безусловно, ну и вообще, в принципе, оборонные предприятия региона. А с Золотовым, который у нас возглавляет Росгвардию, встреча вылилась в передачу 18 сертификатов на новые бронированные автомобили «Урал-Витязь». Опять же, непонятно, за чей счет праздник, но если вот так же буквально это все воспринимать, получается, что башкортостанские граждане скинулись на 18 «Уралов» бронированных для нужд Росгвардии, которые та будет использовать в зоне так называемой специальной военной операции. У кого-нибудь спросили, интересно, разрешение? Ну нет, конечно, ни у кого не спросили. Поэтому имейте это в виду. Каждый из вас, друзья, скинулся вот на это вот замечательное удовольствие. Так, тут, кстати, я отвечу. Очень интересно. Наталья продолжает свою атаку.
Информация о ваших подписчиках из какой страны? Я отвечу, 90% зрителей это не просто из какой-то там страны, это из республики Башкортостан. Поэтому здесь никаких в этом смысле двойных мыслей и кривотолков быть не может. Кстати, если кому интересно, можно эту информацию публично опубликовать, да, как бы она, пожалуйста, доступна. В аналитике YouTube она есть, можно ее зафиксировать, ну, нам, например, да, и для вас предоставить, если интересно. Значит, тем временем Башкортостан, опять же, продолжает вот в том же духе двигаться. Почему там Хабиров встречался с Золотовым и Чемезовым, неизвестно. Разные конспирологические теории пишут, что вот он, дескать, ищет поддержку в условиях, когда его могут отправить в отставку в обозримом будущем. Не знаю. Опять же, это все догадки. Но не догадки то, что в республике создан еще один совет. На сей раз он по патриотическому воспитанию. Возглавил его, собственно, Ради Хабиров. В него вошли Максим Забелин, Алексей Касьянов, военный комиссар Михаил Блажевич, директор Департамента культуры и образования НЖ Вернигора, министр спорта Рустам Хабибов. В Министерстве спорта, кстати, вчера, судя по всему, были какие-то правоохранители и что-то искали. Интересно очень. На фоне провала хоккейного клуба «Салават Юлаев» и, мягко говоря, нехороших дел в футбольном клубе «Уфа», все это наводит на мысли определенные. Но, возвращаясь к совету, он должен развивать систему патриотического воспитания в Башкирии через объединение и координацию деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций. Он обязан обеспечивать взаимодействие субъектов патриотического воспитания для реализации единой политики в этой сфере. В общем, даешь как можно советов больших и разных и красивых. Вот это вот очковтирательство в чистом виде, лишь бы вреда не было, на мой взгляд. Потому что уж слишком много у нас на тему патриотического воспитания происходит. То есть мы-то с вами тут люди в целом, наверное, взрослые. Опять же, статистика об этом говорит. Люди в общем и среднем у нас тут за 40 зачастую. И, как говорится, нас с пути истинного этим патриотическим воспитанием не собьешь. Но что делать детям нашим, которые действительно, даже если у них есть альтернативная информация от родителей, например, в любом случае, если непрерывно капать на мозги, промывать эти самые мозги, это бесследно не проходит, к большому сожалению. И здесь все-таки, я не знаю, надо сказать родителям быть повнимательнее, поосторожнее. Хотя, опять же, дети в этом случае вынуждены исповедовать тот принцип жизни, который был очень востребован в Советском Союзе. То есть принцип двоемыслия, принцип двойных стандартов. Дома на кухне мы говорим одно, с друзьями мы обсуждаем второе, ну а публично на партсобраниях, на собраниях, там, я не знаю, пионерского звена мы говорим совершенно третьи вещи, которые нам кажутся смешными, абсурдными, и в них мы не верим. Мы уже в этой реальности находимся, но вот хотят сделать, чтобы мы оказались в ней еще глубже. Так, про пальто мы говорили. Салават Юлаев, который я выше упомянул, хочу, пару слов добавить. Опять же, ссылаясь на публикацию пруфов, где журналист, сегодня уже упомянутый Азамат Саитов, опубликовал мысли. Покатились по наклонной. Вот. Еще один момент, который говорит о том, что человеку в условиях, когда хочется говорить, хочется высказываться, нужно находить какие-то темы, на которые можно высказаться относительно безболезненно. И вот вторая тема, на которую Азамат Фазеевич, на мой взгляд, решил высказаться. Если я не прав, всегда можно возразить. Для этого площадка аспектов, я уверен, открыта. Саитов рассуждает, почему так все плохо у Салавата, где первопричины, кто должен нести за это ответственность. И самое главное, он отмечает, что во времена Рахимова-то с Салаватом все было в порядке. И он тогда действительно был на коне. Действительно, второе и последнее чемпионство Салавата Юлаева пришлось на 2011 год. Да, формально главой уже был Хамитов, тогда еще президентом. Но это было, конечно, результатом того задела, который был вложен в команду еще при Рахимове, который действительно жил этим хоккеем, не пропускал ни одной игры, когда игры были в Уфе. И это была целая история, целый ритуал, приезд Рахимова на этот хоккей с перекрытием в свое время улицы Ленина. Даже такое было, я помню хорошо. Тогда я работал по адресу улица Ленина,
дом 72, по-моему, да, 72 же, где Россельхозбанк, и приходилось наблюдать вечерами матчи, вот эту вот историю с перекрытием улицы. Это бесило, безусловно, это бесило. Но сейчас же мы говорим о другом, о том, что спорт высоких достижений на тот момент выглядел в республике куда более предпочтительно, нежели сейчас. Так. Так. Остальные 10% подписчиков, наверное, жили в Башкортостане. Ну, не могу, точнее, утверждать однозначно. Судя по всему, смотрят жители, например, и Казахстана, которые к Башкортостану не имеют никакого отношения. Есть очень маленький процент из западных стран и других бывших советских республик. Среди них Беларусь, Украина и Узбекистан еще, кстати говоря, если говорить про Центральную Азию. Ну вот. Евгений пишет, вся Европа становится на военные рельсы. Но опять же, вот с больной на головы на здоровую пытаемся перекинуть. На военные рельсы становится не Европа, а другая страна, нами любимая и ценимая. Европа на самом-то деле, по большому счету, как жила, так и живет. Никаких изменений не почувствовала, в том числе даже из-за отсутствия энергоносителей. Свидетельствую это как человек, который наблюдает за этим воочию. На эту тему можно поговорить, кстати, отдельно, более подробно. К сожалению, иногда даже здравомыслящие люди на родине становятся жертвами мифов, которые втюхиваются в сознание вполне себе умышленно. Казалось бы, мифы, созданные пропагандой, нужно фильтровать, но нет. Часть из них откладывается в сознании даже людей, понимающих, что происходит. Уфа-1 пишет, что над Уфой около часа нарезал круги правительственный самолет со шпионско-дипломатическим прошлым. Ну, я скажу так. В Уфу прилетал один из самолетов специального летного отряда «Россия», который обслуживает президента Путина и других самых высокопоставленных лиц России. Речь о самолете Ил-96 с бортовым номером РА-96017. Пишут, что он вчера вылетел из Внуково и прилетел в Уфу, но посадку совершать не стал, полетал вокруг, снижался над полосой и вернулся обратно. И задаются вопросом издания Уфа-1, а что же это было? При этом напоминают, что конкретно этот самолет был замечен там, в таком-то году, там-то. Если интересно, почитайте. Суть не о том. Я что хочу сказать. На мой взгляд, это связано с тренировками и отработками. И такое раньше тоже происходило тогда, когда в Уфе все-таки ждали приезда кого-то из высокопоставленных лиц. Не скажу обязательно президента Путина, это может быть премьер-министр Мишустин, но все-таки кого-то из них. То есть пилоты, которые, возможно, никогда не были в аэропорту Уфа, таким образом отрабатывают потенциальную посадку, если они будут лететь за штурвалом самолета с высокопоставленным пассажирам. Когда прилетает Путин в Уфу, таких самолетов как минимум 3 прибывают сюда. 3 Ила-96. И это не только еще они, на самом деле еще другие, типа Ту-214 также бывают. С сотрудниками охраны ли, там, с едой ли, с автомобилями ли. То есть все это дело возится огромным таким, знаете ли, скарбом по всей стране при любом передвижении президента. Ну, сейчас я не рассуждаю на тему того, насколько это правильно, уместно или неуместно. Лишь хочу сказать, что вот, судя по тому, что пишет Уфа-1, в обозримом будущем кто-то может в Уфу приехать. Важно это или нет, интересно или нет, решать вам. Но вот ситуация именно такая. Ну, а с Башавтотранса взыскали 800 тысяч рублей за смерть кондуктора. Кондуктор перетрудилась, опять же, без шуток это, серьезно. Ее заставляли перерабатывать без подписания соответствующих документов, и она прямо в автобусе скончалась. За это суд решил выплатить за счет Башавтотранса 800 тысяч рублей компенсации дочери кондуктора, хотя та просила 2 миллиона рублей. Ну вот, в качестве иллюстрации к тому, как у нас выглядит транспортная реформа. Хотя мы, опять же, много раз об этом говорили. И сегодня не это самое главное, конечно, друзья. Сегодня главное так называемые выборы, которые на носу, которые состоятся вот-вот уже завтра. Но мы с вами в большинстве своем, скорее всего,
я в это верю, я думаю, что так оно и будет, пойдем все-таки в воскресенье в 12 часов и совершим то, что должны совершить, исходя из собственного представления, из своих морально-этических принципов. Вот. Не голодают в Германии, пишет Евгения. Да, безусловно, не только в Германии не голодают, но и во многих других странах. Есть свои особенности, есть сложности. Вообще иммиграция для любого человека это не просто. Ты, как говорит замечательная Екатерина Шульман, иностранный агент, начинаешь свой жизненный путь в социальном смысле с нуля. Ты лишаешься привычного не только круга общения, а вообще привычных жизненных функций. Удовольствия мало, приятного мало, но это та данность, с которой приходится иметь дело. Вот. Но опять же, это уже отдельный вопрос, тем более, что мы с вами уже пересидели. Я благодарю всех, кто был со мной в этот час с небольшим. Попрошу еще раз поставить лайки, оставить комментарии, сделать добровольные пожертвования, на то, если на то есть воля, желание и возможности. Таких способов как минимум 3. Donation Alerts, Boosty и криптокошелек. Все данные в описании к трансляции есть. Следите за аспектами в ближайшее время. Впрочем, как и всегда, постараемся, и коллеги сделают все возможное, чтобы информировать вас по максимуму. Сегодня в 13 часов «Аспекты мнений» с Андреем Потылицыным и Олегом Арефьевым. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До свидания.